Хлыбзиақәа акыр иаԥсоу ҳтелехәаԥшцәа ирыцаҳҵоит Аԥсны Жәлар Реизарахь алхрақәа иазку ишиаша ицо аефирқәа. Уахатәи аефиртә аамҭа рымоуп Аҟәатәи, Ахԥатәи алхратә ҭыԥхада акандидатцәа. Урҭ иахьазы ԥшьҩык ыҟоуп, дара убарҭ рыԥшьҩыки иахьа ҳастудиа ҭоуп. Бзиала шәаабеит. Уажәы иааркьаҿны ҳтелехәаԥшцәа шәыцсырдыруеит. Агрба Валерий Владимир-иԥа. Ҩ-занааҭк имоуп, декономиступ, насгьы динდырҩуп. Еиуеиԥшым ашықәсқәа рзы аус иуан Аԥсны Ахада Иусбарҭаҿы. Аҵыхәтәаны аекономика финансқәеи рҟәша аиҳабыс. Иахьазы Урыстәыла Ахада иҟны иаԥҵоу економикеи аџьармыкьатәи нхамҩа аиҿкааразы аҳәынҭқарратә маҵзура академиа даспирантуп. Иара убас Аԥсны Жәлар Реизара депутатс дыҟоуп. Аӡынба Шамиль Омар-иԥа. Занааҭла диндырҩуп. Аҿареи аспорти рзы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩс дыҟан. Нас Аԥсны Ахада ахылаԥшра зиуаз аҿартә политиказы аидгыла дахантәаҩын. Иара убас ашьапылампыл аклуб абазк деиҳабын. Аҵыхәтәаны Аԥсны Министр ихаԥҭыԥуаҩс дыҟан. Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьрада ветерануп, ианашьоуп Аԥсны Афырхаҵа ҳәа ахьӡ. Зыхәба Мизан Амиран-иԥа. Занааҭла ҭоурыхҭҵааҩуп. Дыҟан Аҟәа ақалақь аизара депутатс. Еиуеиԥшым Аԥсны аҿар рфорумқәа аиҿкааҩцәа дыруаӡәкуп. Иара убас аҿар рлига напхгаҩыс дыҟан. Иахьазы аполитикатә партиа амцахара Аҟәатәи аҟәша еиҳабыс дыҟоуп. Иара уи апартиа ахьӡала арҭ алхрақәа рахь кандидатс дықәыргылоуп. Харчлаа Ираклий Игор-иԥа. Занааҭла декономиступ. Иахьазы аус иуеит Аԥсны ашәахтәқәеи аизгатәқәеи рминистрра Аҟәа раион аҟәша еиҳабыс. Иара убас Аҟәа ақалақь аизараҿы депутатс дыҟоуп. Акыр иаԥсоу аҳкандидатцәа ҳдырраҭара алагалатә хәҭаҿы шәара алшара шәымоуп, ҩ-минуҭк иалагӡаны шәгәы иҭоу шәалхыҩцәа ирашәҳәарц. Раԥхьаӡа иргыланы иара депутатс шәызцо, убри амҩа шәзанылаз аҭак ҳаҳауазар ҳәа ҳақәгәыӷуеит. Валерий Владимир-иԥа, шәара шәыла ҳалагоит. У вас есть 2 минуты. Уважаемые избиратели, прошло ровно 5 лет с тех пор, когда вы, используя свое избирательное право, сформировали 5-й созыв парламента. Насыщенный политическими событиями, сложный период 5-летней ежедневной работы был непростым. Я благодарен вам за каждый день бесценного опыта парламентской деятельности. Возможно, добиться можно было бы большего, но сделано тоже немало. Возглавляем мной комитетом по законодательству, проделана огромная законотворческая работа. Впервые в новейшей истории проведена конституционная реформа, учрежден Конституционный суд, орган конституционного контроля и законности. В целях повышения качества отправления правосудия проведена масштабная судебная реформа. Подготовлено и принято свыше 100 законопроектов в области конституционного, уголовного, гражданского и административного права. Я перечисляю лишь часть того, что удалось сделать, но еще многое находится в стадии реализации по различным аспектам государственного строительства. Несмотря на проделанную работу в 5-м созыве, если вы вновь предоставите мне почетное право представлять ваши интересы в парламенте, основными задачами станут завершение конституционной реформы избирательной системы, принятие уже разработанных поправок Конституции, направленных на перераспределение полномочий между законодательной и исполнительной ветвью власти, проведение реформы госслужбы и повышение качества и эффективности правоохранительных органов. И особой миссией парламента, считаю, должна стать качественная выверенная реформа здравоохранения. Считаю, что реализация именно этих направлений станет не только поворотным моментом политической жизни и развития политической системы, но и станет платформой и фундаментом успешного и качественного развития социально-экономического. Все, что я делал в 5-м созыве, и все, что я буду делать в случае моего избрания на новый срок, все мои знания, опыт и накопленный опыт будет безоговорочно направлен на то, чтобы приблизить Абхазию к действительно правовому государству, социально ориентированному, высоким качеством жизни граждан. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Шамил Омар-иԥа, Абишумас. Ҳаҭырсқәа ҳауаажәлар, март жәаҩа ҳазегьы ҳаидгыланы еицалаҳхароуп Аԥсны Жәлар Реизара апарламент. Ари ҵак ду змоу ҭоурых хҭысуп Аԥсны Жәлари Аԥсны Аҳәынҭқарреи рзыҳәан. Шәҿаԥхьа иқәгылоуп адепутатцәа рпрограммақәа рыманы. Саргьы рыгәҭа салагылоуп. Программақәа ҷыдарақәак рымазаргьы иаҳараӡак зегьы еиԥшуп. Избанзар иҳагу иҳабзоу лабҿаба иаҳбоит. Ари маӡаӡам, зегьы иаҳдыруеит. Убри намаданы гәаанагара сымоуп.
Еге гуазарге программа, еге пара шарала ибутазарге. Яра ичиадзом аусаузом избанзар иҳагу акоуп, ихадаӡоз ҵаара сгәаанагарала. Ари ажәлар реидгылара, ажәлар ракзаара. Ҿарԥшыга ҳамоуп, аибашьра аԥхьа ижәгәалашәатә 70% ҳаныҟаз аԥсуаагьы арҭ амилаҭқәа ҳаваргыланы иҳалҳаршаз рацәоуп. Ахаҵа аамҭа аибашьра аамҭақәа убысҟангьы аӡәыкны ҳаидгылан аиааира ду анцәа иҳаҭәеишьеит. Иахьа иаҳдаараӡа убри ҳагуп. Сымч сылша зегьы здырра, ажәлар рыгәрагара соур, парламент ахь сызнеир, убри азҵаара сазадгылоит. Избанзар убри аҵкыс ихадоу азҵаара ҳамоуп ҳәа сара гәаанагара сымаӡам. Анеҩс иҟоу иара ахаҭа адепутат иусура апарламент уаҩы иаҳа имариоуп, ихадоу аҳҵаша ҳаидгылароуп. Дорогие соотечественники, сегодня 4 марта. Это исторический день в судьбе нашего государства. Это день, когда была восстановлена наша государственность под названием советизация после полувековой утери. Это день смерти нашего основоположника Владислава Григорьевича Ардзема, основоположника нашего современного государства. День рождения Сергея Васильевича Багапыча. Я бы очень хотел, чтобы 12 марта стало таким же историческим событием начала возрождения, объединения нашего народа. Это тот фактор, без которого мы не сможем добиться никаких успехов. Никакие экономики, политические процессы нам не помогут. Я верю в мой народ. Хлопзиоко, хатырсгватили хопшла, хлопзиоко абснежла рикун хузиге. Араб хиргулани хату брёб хазгуяно гота парламента хазсо хазиге азакан мааткулара масара угзамето азакан на контроле зура азакан ус урц захана ара ус хара зин хамаза азакан ко ердер кылаз шкёп и бабсуп хайоко азакан ко харз мама ус зуша азакан аткулара масара угзама парламента хахия гару по контроль функция ко брёб и хадани ой хайбус скуяно гот Хотели хопштрэ хаважл рикун хабис физике хер зылым кауза хану аурс бесперсесу да там зарештастут. Добрый вечер, уважаемые соотечественники, добрый вечер, жители нашего округа. Хотелось бы обозначить основные направления и почему я лично выдвинулся в парламент и в случае нашего избрания, что мы будем делать в этом парламенте со своей командой. В первую очередь, я бы сказал, необходим жесткий контроль за исполнением законодательства. Основное моим кредом, я считаю, это местное самоуправление законами об административно-территориальных единицах, которые необходимо изменить для более эффективной помощи нашим избирателям, наделить наших местных депутатов большими полномочиями для того, чтобы они могли оказывать помощь нашим гражданам и чтобы эта помощь была оперативной и незамедлительной, чтобы наше самоуправление действительно было самоуправлением. Чего касается парламента, нас избирают люди, мы представляем интересы наших граждан, наших соотечественников. Для этого мы должны четко понимать, какое направление, какую цель идти нужно брать в парламенте. Сегодня мы видим, в каком состоянии находится наше государство. Особенно на протяжении 5 лет очень много было потрясений для нашего государства. Даже были моменты, когда мы могли потерять свой суверенитет и свое государство. Необходимо заканчивать те ряспри, которые существуют в нашем государстве. Нужно строить нормальное демократическое государство, где все слои населения, независимо от расы, независимо от национальной принадлежности, знания языка могли быть равными. Нужно прекратить то, что творится в нашей стране, беззаконие. Закон существует для рядовых граждан, а для тех людей, которые приближены к исполнительной власти, которые сегодня имеют какое-то влияние на исполнительную власть, закона не существует. Закон должен существовать для всех, в первую очередь для депутатов, которые избираются, чтобы соблюдать и принимать эти законы. Спасибо. Хлопзия хатырску ейзазиги хатырску алхиша. Ишишдыру еиԥш март жәаҩа рзы имҩаԥгахоит алхрақәа жәлар реизара апарламент ахь. Ари даара хадара зҵазкуа усуп ҳҳәынҭқарразы. Избанзар, зыбжьы заҳҵо роуп изыӡбо хәышықәса аҳәынҭқарра аԥеиԥш. Зегьы иаҳдыруеит иахьа Аԥсны ауадаҩрақәа рацәаны ишыҟоу, аекономика аганахь, агәабзиарахьчара аганахь, афинансқәа рганахь уҳәа иҵегьы. Арҭ азҵаарақәа аӡбара рҭахуп, азнеишьа аҭахуп. Иара убас, иахьа ҳҭагылоуп аамҭа ажәлар анеиҟәыҭхо, ианеиҩшо, ари ауадаҩрақәа цәырнагоит, наҟ-наҟтәи ҳҳәынҭқарра аҿиара иаԥырхагоуп. Абри зегьы ҳаиааироуп ҳаԥхьаҟатәи ҳԥеиԥш лашахарц азы. Амилаттә интересқәа ҳара ҳинтересқәа раԥхьа ҳаргылароуп. Добрый вечер, уважаемые избиратели. Как нам всем известно, сегодня в Абхазии очень много проблем. Проблемы в экономике, здравоохранении, финансах, да и криминогенная ситуация в стране оставляет желать
лучшего. Все эти проблемы требуют разрешения соответствующего подхода. Но, на мой взгляд, главной проблемой нашего общества является ее разобщенность. Все это вызывает определенное беспокойство наших людей, создает напряженность в нашем обществе. Это серьезное препятствие на пути нашего дальнейшего развития. Мы должны преодолеть эту разобщенность, вновь научиться ставить национальные интересы выше личных. В этой связи я хочу сказать, что будущий парламент должен сыграть здесь ключевую роль. Выбрав сильный и независимый парламент, мы докажем, что способны построить независимое будущее. Народ Абхазии достоин этого. Итабу Дудзина, Авизша обряла Алла Галатухта Хыркшуп, Хайасхуит и Хадухтахи. Уважаемые кандидаты, основная часть нашего прямого эфира, вы знаете, наверное, уже, что состоит из обсуждения актуальных проблем, волнующих нас всех и наше государство. И у нас есть такой аквариум с такими вопросами. И традиционно самый младший у нас выбирает этот вопрос. Но я как понимаю, Ираклий, это вам придется. Самый младший, самый перспективный. Ну, не знаю. Вы можете тоже посмотреть. Разберу. Так. Добыча нефти в Абхазии. По-моему, эта тема уже была. Я не знаю, раз в вчерашнем эфире была эта тема. Да, вы в Да. вчерашнем опять попалась. Ну что, кто думает, что вы думаете? Я как понимаю, добыча, даже разработка нефти сейчас на данный момент приостановлена. Да. Так, нет, не совсем она остановлена, с вашего позволения. Я выскажу свое мнение. Во-первых, я хочу сказать, что мы, как, естественно, правопреемственность, она есть, да, и мы обязаны поддерживать и реализовывать все те соглашения, которые были заключены от имени правительства и государства предыдущими руководителями. Как вы знаете, определенные соглашения подписаны, идет разработка нефти. Парламент сейчас ведет парламентское расследование, насколько я понимаю, это не ограничивает их в разработке, да, эту работу проводить можно. Но это аспект другой, правовой, скажем, да, уберем в сторону. Мое личное мнение, что такое нефть? Это деньги. Неужели мы в Абхазии только с помощью нефти можем зарабатывать? У нас что тундра, пески. Я считаю, что у нас очень много возможностей для этого. Более того, нефть у некоторых ассоциируется со словом халява, да, такой дармовые, простые деньги. Я бы немножко по-другому поставил вопрос. Сегодня я считаю, что это немножко опасно для нашей экологии. Но более того, чтобы понимание было, разработка будет идти... Помимо возможностей, как вы риски оцениваете? Да, риски очень большие. Эта разработка еще будет идти до 15, по-моему, еще лет, они будут только разрабатывать. Поэтому к тому моменту, я думаю, я считаю, вообще этот вопрос надо решать. Надо нам добывать или нет, только на референдуме. Это мое мнение. Риски очень большие. Кавказ – это молодое, скажем так, горный массив, да, очень много у нас землетрясений, мелких сейсмов, мы их не чувствуем, но их очень много, говорят, от сотен до тысяч в день. И просто это бурение на многокилометровой глубине. И не дай бог случится какой-то ЧП, British Petroleum, вы знаете, в Мексиканском заливе, 15 или сколько-то миллиардов долларов и так далее, это может обратиться к катастрофе. Некоторые аргументируют, вокруг нас, если все будут добывать. Знаете, пускай они начнут, пусть они будут первыми. Тогда, естественно, наверное, за нами будет уже шаг второй, но быть самим, живя в такой прекрасной рекреационной зоне, в такой какой-то субтропическом климате, сейчас добывая нефть, только этим зарабатывать, сегодня и отпугивать, что там нефтяная зона и туда, и туристов отпугивать, я считал бы, что это немножко непрагматично и не нужно нам сегодня. Спасибо, ваша позиция более-менее понятна. Да, Валерий Владимирович хотел, чтобы у нас как-то просветили вообще этот проект разработки и добычи нефти на шельфе Абхазии. Да. На какой стадии еще находится, что происходит? В соответствии, как и было сказано, в соответствии с соглашением, на первом этапе была геологоразведка шельфа, изучение. Неплохая работа была проведена, все эти данные были переданы экологической службе. Мы теперь обладаем необходимой базой, мы теперь понимаем, какие у нас есть возможности, какие ресурсы. Но хочу сказать, что действительно экологические риски не существуют. И принимая концепцию в 2005 году, концепцию социально-экономического развития, подписывал Сергей Васильевич Багапш, мы строим, тогда были нацелены на такую экономику экспорт-ориентированную. Но мы предполагаем, что экспорт должен быть не каких-то нефтепродуктов,
и экспорт именно туристических услуг. Вот это наше основное, как бы скажем, звено и платформа развития нашей экономики. Поэтому мы, учитывая возможные риски, лучше нам все-таки переориентироваться на более экологические виды развития экономики. Конечно. То есть вы вообще против, да? Я против. Спасибо. Мизан Скажу свое мнение по поводу этого вопроса. Считаю так, вот я вчера слушал эфир, мне очень понравилось то, что было сказано кандидатом в депутаты Павла. Конечно же, есть очень серьезные риски экологические, которые мои коллеги ответили, но все-таки к этому вопросу нужно подойти более прагматично. Если, допустим, к тому примеру, о котором до этого говорилось, кто-то из наших соседей начнет добывать нефть, может настанет поздно. У нас общее море, общий берег, как говорится, и те проблемы, и те риски, которые, независимо от того, кто будет заниматься добычей нефти, касаются риски и нас. Соответственно, нужно мониторить ситуацию, взвесить все за и плюсы, и если это принесет хороший доход нашему государству. Мы все прекрасно знаем, и все, когда идя в парламент, говорим о социально-экономической проблеме, о кризисе в стране, не только в Абхазии, но и наших больших соседей. Для этого нам необходимо поднимать свою экономику. Конечно же, основные, ведущие даже, скажем так, государства изначально поднимались на подобных отраслях. Сегодня, конечно, эта нефтедобыча стоит на втором плане, но все ко всему тому, что я говорю, если это нам рентабельно будет, изучив какие объемы, в каком количестве, и если есть риски, есть возможность того, что наши соседи будут добывать, нам не нужно откладывать это в долгий ящик, и нам нужно заняться этим вопросом достаточно серьезно. Если принесет это пользу нашему государству, это надо использовать, нам необходимо подниматься. Если взять сравнение даже с сегодняшней ситуацией экономической, мы находимся в очень большом кризисе, наши люди, наши граждане беднеют со дня в день, загревается множество организаций, множество предприятий. Если нефтедобыча может помочь нашему государству, то ее не нужно откладывать, нужно разрабатывать приемлемые для нашей экологии, для нашего государства проекты. То есть вы считаете, что надо до конца исследовать? До конца исследовать и потом уже принимать решения. Понятно. Ираклий Игоревич, что вы думаете? Я как бы против отношения добычи нефти, категорически отношусь против. Почему? Потому что как бы экологические риски, насколько я понимаю, они высоки. Наша экономика, она более ориентирована на туризм, и исходя из этого, мое личное мнение, что лучше мы будем развивать туризм, чем будем заниматься добычей нефти. Тем более, насколько я знаю, может, я не прав, Валерий, наверное, откорректирует, согласно тем договорам, которые заключены, ни один баррель добытой нефти нам не будет принадлежать. Мы, по-моему, будем только получать в виде налоговых платежей. Да, исходя из этого, нецелесообразно как бы, заниматься такой добычей при таких рисках. Абсолютно верно, правильно. Хорошо, кто-нибудь что-нибудь хочет добавить? В принципе, я думаю, тема исчерпалась. Избитая тема. Да, избита. Ираклий, я вас попрошу еще одну тему. Спасибо большое. Итак, императивный мандат и неприкосновенность депутата. Но тоже не новое. Отнюдь совсем не новое. Наверное, мне как депутату действующему надо ответить. Может быть, да, с вас и начнем, вот с действующего депутата. Я вам хочу сказать, что да, очень много разговоров в последнее время в связи, видимо, с выборами предстоящими. У нас обострились, так скажем, эти политические интересы к законодательному органу. Да, и вообще но я вам хочу сказать, что льготам депутатов. такие предложения, как внести поправки в закон о выборах в преддверии предстоящих выборов, это, конечно, не представляется возможным. Более того, императивный мандат и неприкосновенность – это конституционные нормы. Что касается, это правовая часть, конституционная часть. А что касается практической стороны, то императивный мандат и неприкосновенность – это не являются такой, вот, скажем, привилегией или каким-то вот особым статусом депутата. Это гарантия, в первую очередь, гарантия независимости ветвей власти, а законодательная власть, как вы знаете, она самостоятельная, независимая. К примеру, в странах, предположим, с возможностью императивного мандата, какие сегодня существуют, какая возможная практика. Вот на моей памяти это только было в Советском Союзе, где авторитарный режим и возможность представления депутата, оно не на свободных выборах, не посредством прямой демократии, а это были фактически назначенцы. Поэтому императивный мандат всегда служит инструментом, скажем, давления или влияния на определенного депутата.
Сегодня, ведь по императивному мандату, это процедура отзыва депутата, и сегодня сформировать определенное количество людей, которые потребуют, будут недовольны его деятельностью, может быть, там, по нерешению вопроса каких-то жилищно-коммунального хозяйства или в политических целях. И, естественно, можно будет создать проблемы для его эффективной деятельности. То же самое касается и неприкосновенности. Это тоже инструмент, с одной стороны, это защита для законодательного органа, а с другой стороны, если не будет такой вот защиты, естественно, органы исполнительной власти, мы сейчас говорим просто как в теории, обладая ресурсом таким, как правоохранительная система или органы прокуратуры, репрессивной, службы госбезопасности, конечно, могут оказывать существенное влияние на конкретного кандидата. И что еще хочу сказать, добавить, что в общем, такое мнение появилось, что раз неприкосновенность, и депутат может совершать любое беззаконие, и ему никакой уголовный кодекс не грозит. Это совершенно не так. Это не такая абсолютная неприкосновенность. В случае нарушения законодательства, нарушения, предположим, уголовного кодекса, естественно, есть процедура снятия неприкосновенности. Тем более вы знаете, что у нас на практике в нашем созыве был такой аналогичный случай. Да, кроме единственного, что административного ареста. А все любые виды административных правонарушений также возможно применению к депутату, и никакая неприкосновенность его не ограничивает. От этого, как у нас есть такое мнение расхожее, что депутат, он полностью неприкосновенен. В любом случае, это палка о двух концах. Не совсем. Императивный мандат, правильно, это фактически изобретение советского периода жизни, но тут ситуация возникла не потому, что это риторика предвыборная, попытки изменить, ни в коем случае. Мы знаем, сейчас не будем ставить в неудобное положение Валеру, потому что его коллеги и так далее, но есть, нет, я не про это говорю, я сейчас вопросы имею в виду, предвещаю, а о том, что есть депутаты, которые отсиделись много лет, даже 2 созыва, и вообще 1,5 предложения ими не сказано. Я думаю, такие депутаты просто вредят. Я думаю, конечно, это немножко советский, такой штемп, но тем не менее, продумав его, применив к нашему, можно было бы какой-то некий такой рычаг именно от избирателей, потому что 5 лет терпеть нерадивого депутата, который случайно там каким-то путем может проникнуть, можно предположить такое. Насчет неприкосновенности А как вы себе эту процедуру отзыва представляете? Например, чтобы стать мне кандидатом, я собрал 250 подписей, принес все, сказали да. Вот человек, конечно, есть Конституционный суд, надо проработать нормы, чтобы просто, чтобы не прицепиться к столбу, грубо говоря, продумать все эти моменты. Это, конечно, сейчас мы стоя тут, 2 секунды это не решим. Нет, она на самом деле и потом, конечно, таким же, 250, скажем, 1500, условно скажу, и так далее. То есть можно продумать, механизмы есть. А насчет неприкосновенности, я бы его, конечно же, оставил. Все остальные пункты я очень согласен. Можно, даже предложил заморозить до тех пор, пока наши пенсии не будут соответствовать хотя бы прожиточному минимуму. Это все на 5 или на 10 лет заморозить, и потом вернуться. Депутатам тоже надо жить. Но сегодня, когда такие льготы, а тут 500 или 1000 рублей у нас пенсия, конечно, немножко некрасиво это смотрится. Но не буду сейчас тут это разглагольствовать на эту тему. Я с этим согласен. За исключением неприкосновенности нельзя. Особенности это касается депутатов от оппозиции. Это будет такой, как защитный панцирь правовой, который не позволит на них давить, чтобы они честно исполняли те обязанности, которые они должны как депутат. Например, если бы у комиссии парламентской, расследуя вопрос паспортизации, наверное, не было бы этого иммунитета, неприкосновенности, я думаю, что, наверное, успех этой комиссии, результаты могли быть совсем иные. Поэтому неприкосновенность, я думаю, надо оставить. Хорошо. А можно, Ираклий Игоревич, вы скажете свое мнение? Что вы думаете? По поводу императивного мандата, как вы сказали, я здесь рассматриваю как палку двух концов. На сегодняшний день, в период предвыборной гонки, всем известно, что многие кандидаты проводят какие-то определенные работы, то есть расходуют определенные денежные средства на свою предвыборную агитационную программу. В случае, например, если тот же кандидат проигрывает выборы, он может в течение после полгода или года собрать подписи и потребовать отставки этого избранного депутата. Не только он, любой, кому не понравится. Нет, а с другой стороны, как Умарович сказал, есть такие депутаты, которые избираются и в течение какого-то определенного периода никаких изменений, ничего не производят, ни в законотворческой деятельности, не общаются ни со своими избирателями, то есть просто сидят на своих депутатских местах. Но их избирают избирают. В таких случаях императивный мандат, в моем понимании, необходим. Так он нужен или не нужен? Палка двух концов, надо подойти грамотно. Я считаю, в случае, можно придумать такой механизм, например, в нашем округе на сегодняшний день
голосующих избирателей, то есть 4500. В случае, вот если, например, как один из вариантов, если большее количество как бы избирателей за как бы отзыв депутата, то я считаю, в таком случае имеет место, чтобы отозвать этого депутата, если большинство из избирателей как бы поддерживают. По поводу неприкосновенности, как бы я за то, чтобы у депутата не была эта неприкосновенность, он такой же, как гражданин, как и остальные. Просто единственное, что он избранник народа. А по поводу того, что на него может даже исполнительная власть оказывать воздействие, как бы хотелось что сказать. У каждого из депутатов есть близкие родственники. Если как бы какое-то воздействие они хотят, не обязательно на него, они могут через этих же родственников оказать на него воздействие, чтобы изменить его как бы точку зрения. То есть вы не считаете, что вот неприкосновенность, вот независимость депутата, это как бы... Нет. Друг с другом ставится. Хорошо, Мизан... Спасибо, да, как-то меня перескочили, но ничего. Просто чтобы Ираклий не был последним, а то он всегда последний. Вот заключительное ваше слово. Ничего, все нормально. Хотелось бы начать с того, что почему вообще этот вопрос возник сегодня и очень так сильно муссируется в обществе. На мой взгляд, конечно, все познается, тут мои коллеги стоят, все познается прецедентным. Если, допустим, не было бы до этого злополучного отдела Климантовича, то сегодня вряд ли бы стоял этот вопрос о снятии неприкосновенности. Второй, почему именно сегодня появляется вопрос о снятии неприкосновенности, лично я связываю с появлением на политической арене Александра Анкваб. В связи с тем, чтобы, как сказали до этого, конечно, депутатская неприкосновенность придает иммунитет депутату для самостоятельной работы, для того, чтобы он мог полноценно представлять интересы своего народа, интересы государства, чтобы он не оказывался под давлением. Но, читая закон о статусе депутата, там написано несколько таких интересных пунктов, именно в части неприкосновенности. В той части, где по тем или иным уголовным делам, где вызывается, допустим, необходимо сделать допрос депутата, мне кажется, в этой части можно будет убрать, но лишь дополнить это необходимые изменения, дополнить, что в присутствии генерального прокурора это проходил допрос, или же лично генеральным прокурором, чтобы был механизм, чтобы можно было в случае каких-то... та проблема, которая была по делу Климантовича, она действительно была проблема. В связи с этим возникает сегодня такой вопрос. А в части досмотра личного автотранспорта, личного жилища и в некоторых других пунктах неприкосновенность необходимо оставить, чтобы с политической арены не могли убрать неугодного депутата. В этой части да, но в части, где по необходимости мне нужно будет вызвать депутата, сделать допрос, может он просто является свидетелем определенных дел, в этой части можно же убрать и дополнить, как инструкцию сделать, как эту процедуру проходить, чтобы и сам депутат был защищен, и следственные органы имели возможность проводить необходимые свои мероприятия. Рада, можно я дополню? По поводу отзыва... По поводу отзыва скажу свое мнение. Сегодня мы же прекрасно понимаем, чего касается городского населения, там, конечно же, скажем, ситуация получше. А вот если у нас где села, где определенные фамилии превалируют, скажем, будем говорить правду и откровенно, то есть в случае выбора неугодного того или иного депутата, в случае возникновения каких-то тех или иных вопросов, можно будет спокойно отозвать депутата, даже который исполняет определенные свои полномочия. Но в этой части этот вопрос для дальнейшего обсуждения, если даже этот вопрос возник, не нужно будет это делать квалифицированным большинством, допустим, проживающих, прописанных в данном округе, там, да, скажем так, 3/4 населения, допустим, прописанных, только в таком случае. А просто сделать простым большинством отзыва депутата, это будет большая опасность. Не, Мизан, это автоматически не будет, это суд будет принимать решение. Конечно, но я имею в виду саму процедуру, какое количество населения, прописанных в данном округе, будет принимать подобное решение. А так, конечно же, нужен механизм. Скажу откровенно, вы считаете, что нужно отзывать? Мои коллеги здесь говорили о том, что вот, допустим, там 5-10 лет находится депутат. Если возникает такая строгая, допустим, такая ситуация, что действительно депутат не исполняет свои прямые обязательства, не присутствует на сессиях, на заседаниях парламента, конечно, это нужно применять. Но в первую очередь, на мой взгляд, чтобы не было подобных вопросов, нужно еще дополнить закон о выборах парламента. Ввести, я об этом говорил уже неоднократно, ввести более жесткие критерии именно кандидатам. Именно в той части, где касается и вопроса освидетельствования, когда необходимо сдавать справки, нужно продлить срока выдвижения кандидатов не за 50 дней, а больше, чтобы периодически можно было проводить определенные мероприятия с данными кандидатами. Понятно. Ничего страшного, если наши ребята, идущие работать на спецслужбы, их вызывают неожиданно, проверяют, употребляет ли кандидат
тот или иной наркотик. И чего касается, скажем так, вот знаний, необходимо сделать тестирование. Я убежден, я об этом говорил, что необходимо сделать тестирование. В законе необходимо указать, что даже когда каждый кандидат должен знать наш родной язык. Не зная абхазского языка, я сомневаюсь, что депутат может принять приемлемый абхазскому государству, приемлемый абхазам закон. Я извиняюсь, наверное, очень много времени занял. Спасибо. Но это не только кандидатов касается. Да, Валерий Владимирович. Во-первых, хочу сказать, что снятие неприкосновенности это не регулирует закон о статусе депутата. Это опять-таки конституционная норма. Это в Конституции прописано, что вопрос о снятии неприкосновенности решает парламент. То есть надо будет менять Конституцию. В любом случае. Конечно. Второе, что вопрос о снятии неприкосновенности навряд ли связан с регистрацией и выдвижением Александра Золотынского Чанква, потому что он в соответствии с законом о президенте и так обладает неприкосновенностью как экс-президент. Это второе. Третье, что вопросы так называемого, такой термин, нерадивых депутатов, он напрямую, конечно, связан с избирательным нашим законодательством. Оно немножко устарело, есть нормы, которые друг другу противоречат. И у нас разработан парламентом уже избирательный кодекс, это кодифицированный акт, который будет регулировать и выборы президента, и парламента, и местного самоуправления, в том числе и референдума. Естественно, вопросы избрания депутатов регулируются этим законом. Но, конечно, надо будет необходимо увеличить или усилить, так скажем, критерии отбора, чтобы не было потом возможности или не было необходимости избирать или отзывать депутата. Предположим, вот мы говорим все время о повышении там, образовательного какого-то ценза, да, наряду с цензом возрастным, наряду с цензом там, дееспособности его или употребления наркотических веществ. Вот нам предлагали, введите, давайте диплом о высшем образовании. Но мы, кажется, первое место в мире вообще имеем по диплому обеспеченности на душу населения. Диплом мы обладаем каждый, даже по 2, по 3, но знаний соответствующих нет. И если действительно ввести какой-то квалификационный экзамен, как сдают, предположим, судьи при избрании их на должности, хотя бы не все законодательство, но хотя бы основные, скажем, направления или основные основы Конституции, если бы сдавали, то я думаю, что, может быть, даже половина уже кандидатов бы снялись бы с предвыборной гонки. Даже не зарегистрировались. Не зарегистрировались, да. А что касается вот, знания абхазского языка, то или вот как было нашим оппонентам сказано, что не может быть эффективный закон, если он не знает абхазский язык, я хочу сказать, что послевоенный период с 1993 года у нас свыше 1500 законов, около 2000 законов было принято, и на моей памяти нет ни одного закона на абхазском языке, за исключением основного закона Конституции, который был переведен на абхазский язык. И не думаю, что эти законы, они как-то... Да, конечно, есть проблемы, но они, чтобы существенно влияли на нашу жизнь, мы же по ним живем, мы по ним избираемся, мы по ним платим пенсии, зарплаты. Да, может быть, не так, как бы хотелось бы, не так, как бы мы бы желали бы, с учетом наших возможностей, но все-таки, тем более еще, если абхазский и русский язык сегодня в соответствии, опять-таки, с Конституцией является языком госучреждений. Желали мы, конечно, чтобы мы бы продвинулись в этом вопросе, но связывать знание абхазского языка депутатам и принятие эффективных законов не думаю. Почему? Потому что все-таки патриоты страны есть и без знания языка, и в более молодом возрасте, чем мы, во время войны отдали свои жизни. Те, которые есть сухумчане, не знали абхазского языка, они бы сегодня, может быть, и достойно представляли бы парламент, и эффективно бы работали бы, и писали бы законы. Но, одним словом, все такие вопросы будущего нашего прогресса. Спасибо большое. Я добавлю, можно как бы Сейчас, чтобы полемики не было, я тоже абсолютно согласен. Почему не было? Мы как раз-таки стремимся к полемике. Это же дебаты. Это дебаты, мы скажем свое мнение. Все нормально. Вот, я теперь считаю, что если законы не соответствуют местным традициям, да, они работать не будут. Я абсолютно согласен с тем, что, конечно же, надо знать государственный язык. И то, что у нас свыше 1500 законов и ничего на абхазском, это наша халатность. Мы заигрываем с нашей государственностью. Единственное обоснование, и это именно национальный признак обоснования того, что сегодня есть наше государство. Иначе зачем оно создано? Для чего? Чтобы сохранить быт, культуру, традиции, язык. 14 августа народ взял именно за это, взял автомат. Да, у нас были сложности, язык был затерт.
в советские времена, 17% местного коренного населения и так далее. Все понимают эти проблемы. Мы не делали. Еще раз говорю, это наша халатность, которую срочно, резко, извините, даже, может быть, радикально, но с учетом без эстонского варианта, с учетом многонационального фактора, нам обязательно надо принять и обязательно это надо делать срочно. Закон в 2015 году вступил в силу об абхазском языке. Да, понятно, что на конституционную норму, извини, что парламент и так далее, но принят закон, он игнорируется. Это категорически неприемлемо. Это опасно, и мы заигрываем с нашей государственностью. Это мое мнение. Я добавлю, наверное, я все-таки добавлю к этому, скажу и свое мнение. Раз коснулось, это было мое мнение, вокруг моего мнения возникла такая дискуссия. Скажу по поводу того, что всего, что было сказано. Даже тот закон, который Шамиль Умарович подчеркнул о знании абхазского языка. Извините меня, как мы хотим построить государство, когда у нас законы не работают? Для чего мы идем в парламент? Чтобы наши принимаемые парламентом законы не работали. Мизан Амирович, вот что с 2007 года было сделано? Вот на ваш взгляд, что в 2015 году этот закон реально заработал? Да, по большому счету, скажем так, для этого необходимо... По мне практически ничего не было сделано. Вот скажу так, свое мнение, вот, да, если говорить о языке, по большому счету, я вот знаю, не скрываю вам, есть люди, которые молодые ребята, чуть старше моего возраста, которые лет через 10-15 собираются выдвигаться кандидатами там, президента. Ну, готовятся люди такие, да. Есть люди, которые за 10-15 лет уже... Да, готовятся, и они активно, не зная даже родного языка, понимая, что им придется сдавать абхазский язык, изучают. Это не только, скажем так, попытка, я понимаю сейчас, Валерий, ваше мнение, скажу так, это не попытка убрать, допустим, там, своих оппонентов, своих кандидатов, своих, допустим, коллег по выдвижению. Этот закон нужно принимать сегодня, чтобы за 5 лет у кандидатов, у будущих кандидатов была возможность изучить абхазский язык. Это один из методов популяризации абхазского языка. Здесь не говорится конкретно. Это будет популяризация. Стимулизация. Конечно, да. Конечно. Я понимаю. Позволит изучить абхазский. А что мы хотим сделать? Мы Шамиль Умарович, вот человек, который знает это не понаслышке, который вернулся на свою родную землю, здесь знает прекрасно свой родной язык. Мы для чего делаем? У нас для чего работает комитет по репатриации? Не только просто переселить людей, а чтобы развивать свой этнос, развивать свой язык. Для этого нам это необходимо. Как мы собираемся работать? Мы говорим много о законе, о государстве. Да, но это все просто громкие слова. Я вам это не громкие слова. В 2007 году был принят этот закон. Рада. Принят закон в 2007 году. Но я сегодня не вижу, поверьте мне, я тоже немножко проработал. 8 лет мы знали, что он будет. Тем не менее, у нас сегодня нам ничего не мешает, по крайней мере, в исполнительной власти применить этот закон. Придумать, естественно, оговорку национальный признак, мы должны это учитывать, не имеем права. Но сегодня его исполнить, хотя бы в части этнических абхазов, это элементарно. У нас нет сегодня, к большому счастью или сожалению, не знаю, таких вот незаменимых людей и так далее. Понимаете, это можно. Мы просто его игнорируем. Это очень опасно. Это я хочу сказать. Знаете, что можно добавлю, если да, хорошо позволите? Может, вы все-таки завершите эту тему? Мы на совсем да, завершу с удовольствием. У нас действительно никто не говорит о том, что его не надо развивать или кто-то против государственного языка. Тем более это конституционная норма, как я сказал. И мы всего лишь акцентировали внимание о том, что нет никакой взаимосвязи между знанием абхазского языка и принятием эффективных законов. Естественно, абхазский язык нужно развивать. Но, как вы правильно отметили, мало что сделано для того, чтобы популяризировать или его, так скажем, мягко адаптировать к такой новой нашей среде. Ведь язык должен быть привлекательный, правильно? Как в многих странах упрощают язык для того, чтобы и не этнические абхазы, а и иные граждане, которые проживают здесь и владели государственным языком. Мы же не можем дискриминацию проводить по этому поводу. Но хочу действительно отметить, что в последнее время это стало таким каким-то инструментом спекуляции, что ли, да, и вот именно вот такого конкурентного какого-то преимущества. Знаешь абхазский язык, не знаешь абхазский язык, и получается, что знаешь абхазский язык, то ты можешь спокойно занять место, не знаю, министра финансов, министра юстиции или министра внутренних дел, не обладая необходимыми знаниями в этой области. Поэтому должно это развиваться все параллельно, государство должно прилагать усилия, популяризировать его, проводить соответствующие, наверное, помимо практической стороны, наверное, какую-то еще и пропаганду, если можно так назвать это. И, естественно, стремиться к тому, чтобы все граждане говорили на родном государственном языке. Тем более я знаю, что многие стремятся к этому. Но не так это легко, на самом-то деле, когда ты с детства не знаешь язык и в возрасте уже как-то изучить, пробуют, многие пробуют, стараются. Но чтобы у нас не получился такой вот прибалтийский вариант,
когда он немножко такой крен в сторону шовинизма произойдет. Надо как-то вот это все в современных условиях и в соответствии с законом развивать. Спасибо. Я думала, что вы подведете, но все-таки, может быть, Ираклий Игоревич, вы подведете итог как? Ну, по поводу языка, да. Чтобы развивать язык, в первую очередь, мое личное мнение, что это должно происходить в очаге дома. Если дома этим не занимаются со своими детьми, не изучают, в дальнейшем это уже очень будет тяжело. Даже возьмем те же детские сады. Ты ребенка посылаешь в детский сад, там, естественно, по группам, абхазский сектор и русский сектор. Но наши многие посылают своих детей в абхазский сектор в надежде на то, что они там вместе с теми детьми, которые знают абхазский сектор, их научат. Но в итоге как происходит? Абхазский язык очень тяжелый язык, и мы постепенно начинаем переходить, наши дети начинают переходить к русскому языку. Мое личное мнение, что это надо начинать с детских садов, со школ, перевести весь наш документооборот, который есть постепенно на абхазский язык. Без этого у нас ничего не получится. Спасибо большое, друзья. В нашей вот этой основной части предполагаются дебаты. Это вопросы друг к другу. И если таковые есть, я вас очень прошу, я даже призываю вас задать своим оппонентам вопросы. У нас весь эфир в дебатах происходит. Что, простите? Весь эфир у нас в дебатах. Да. Ну, может, у вас есть чтобы еще подготовленные вопросы, может быть, есть еще друг к другу, то я призываю вас, пожалуйста, воспользоваться этой возможностью. Можно я начну? Конечно. Вы знаете, есть такой известный профессор Моуди с его философией «Есть ли жизнь после смерти?». А я хочу так поставить наш вопрос, что 12 число... после смерти? Да, 12 число или 26, что неизменно, то точно наступит. И если мы сможем сохранить наши отношения приятельские, так скажем, да, мы с Шамилем-то знакомы давно, а с Мизаном и Ираклием мы познакомились недавно. Выборы, они уже свою лепту такую положительную внесли. И если мы сможем сохранить, а еще если это перерастет в дружбу, то мы навряд ли здесь кто у нас проиграет, мы все от этого выиграем. Вопрос в чем? Вопрос такое пожелание у нас. Пожелание. Как мы это оцениваем, да? Самое главное, конечно же, дружить надо дружбу развивать, и мы не такое многочисленное общество, чтобы друг другом пренебрегать, понятно. Но самое важное, я считаю, многое будет зависеть от того, как мы красиво, грамотно, честно и порядочно проведем предвыборную кампанию. Наверное. Абсолютно. Я думаю, что корень, причина здесь. Я лично, как сказали сегодня, чувствую себя абсолютно комфортно, спокойно, с ребятами сдружился, с Валерием мы знакомы давно. Кстати, опять к тому же вопросу, да, в 2015 году закон вступил в силу о языке. Я в правительстве вице-премьером, ты в парламенте. Что мы сделали? Опять 2 года сидели и так просидели. Что мы разве положительно ничего не сделали для страны? Я имею в виду в вопросе языка. Сделали, конечно, слава богу, надеюсь, но не сделано еще больше. Просто в вопросе, если хотел эту ремарку, как-то увеличить. Поэтому это зависит от того, как мы проведем эту кампанию. Если мы будем достойными, то все будет остаться как есть. Спасибо большое. Мизан Амиранович, что есть жизнь после выборов? Скажу вам так, у меня достаточно адекватные, достаточно нормальные взгляды на ситуацию, на выборы, я очень легко к этому подхожусь, не поддаюсь никаким абсолютно провокациям, наоборот, ищу какие-то моменты соприкосновения, общения. Мы с Шамилем Умаровичем до этого, может, как-то не совсем, сейчас более тесно общаемся, созваниваемся, как-то определяем место встречи, чтобы наши даже какие-то встречи с избирателями не совпадали, как-то тепло с Ираклием. Даже вместе провели встречу. Да, как-то получилось так, что в этом вопросе, я думаю, мы найдем в себе силы и уверенности общаться, продолжать дальше. Если каждый из нас действительно искренне идет туда сделать что-то полезное для своего государства, полезное для народа, конечно же, необходимо сохранить то общение, то знакомство, которое мы здесь создали. Но основной сутью, все-таки раз дебаты, все же хотелось бы обратиться, чтобы мои коллеги высказались по поводу этого. Тут присутствует депутат нынешнего созыва Шамиль Умарович, который имеет большой, огромный опыт работы и в исполнительной власти. Хотелось бы задать вопрос следующего рода. Наверное, начнем, Валерий, вопрос тебе. Одной из основных работ депутата является работа с избирателями. Как вы строили эту работу и где были пробелы, на ваш взгляд, как это нужно делать, чтобы более слышать свой народ, своих избирателей? Это вопрос нас всех. Когда, я думаю, дойдет очередь до меня, я тоже на него отвечу. Сам себе задал. Да. В смысле, как нужно строить работу с избирателями? Как у вас это проходило за 5 лет и как это нужно делать? Только, извиняюсь, режиссер просто подскажет, чтобы это было коротко и лаконично. Действительно, наряду с законотворческой деятельностью в функции депутата входят еще и контрольные функции, и функции работы с избирателями. Это вопрос законодательства. Каким образом будет поставлена работа и выбирает депутат индивидуально?
Он может выезжать в округа, он может организовывать встречи, он может организовать общественную приемную. В моем случае, возглавляя комитет по законодательству, так скажем, мы его просто называем, на самом деле он называется по правовой политике государственного строительства и правам человека. И в моем случае у меня не только с избирателями моего округа были тесные, так скажем, контакты, и мне приходилось вести работу с избирателями, но и избиратели из других округов, из других городов, так как понятно, что парламент представляет всю Абхазию, и никто не разбирал там это моего округа, ко мне пришли в парламент с какой-то проблемой или с просьбой, и я мог бы как-то обойти вниманием и сказать, что это не с моего округа, и я с этим избирателем работать не буду. Естественно, этот процесс шел планомерно. Более того, хочу вам сказать, что около 60-70% времени депутата, в моем случае, я могу говорить только за себя, занимало именно решение вопросов именно с избирателями. Именно так проходила работа. Спасибо большое. Я воспользуюсь своим правом. Хочу Ираклий Игоревич, вам слово предоставить. И прежде чем вы скажете о том, как у вас проходит ваша избирательная кампания, каково, мой вопрос в продолжении темы, которую начал Валерий Владимирович, каково вам среди таких опытных публичных политиков? До того, как у нас началась предвыборная гонка, в принципе, я ни с кем одним из них не был знаком. Мы познакомились в период предвыборной гонки, очень приятные отношения со всеми, теплые. Я надеюсь, что после выборов у нас сохранятся эти отношения, потому что выборы, как сказал один из оппонентов, я помню, и на второй день солнце светит, и дождь идет, жить надо продолжать. Таким образом, я отношусь положительно ко всем, несмотря на то, какой бы результат ни был. Хорошо. Мы сейчас, но в деле государственного строительства мы все соратники. Понятно. А в принципе, у вас уже опыт есть избрания в городское собрание? Да, уже около 11 месяцев. Являюсь депутатом Сухумского городского собрания. А если сравнивать эту избирательную кампанию стоит? Естественно, разница большая. Накруче, да? Она намного. Хорошо, а общение с избирателями как проходит у вас? Общение с избирателями, я являюсь жителем данного округа, где избирался, и мне легко, потому что это и мои соседи, и друзья, знакомые, и мы видимся, и те проблемы, которые они озвучивают, мы сообща решаем вместе. Спасибо. И у нас, получается, есть какие-то определенные проблемы, которые мы решили, есть нерешенные, которые предстоят, но в общем, я думаю, у нас работа хорошо идет. Спасибо большое, Шамиль Омарович. При том, что Мизан много раз подчеркивает мою опытность и так далее, я тут самый неопытный в плане парламентаризма, именно депутат. Тут ребята уже горнило выборов проходили, и Мизан был, и действующий депутат местный, правда, и что, он проходил выборы, и Валера действующий депутат. Для меня это впервые. Да, в этом плане, интересно, скажу так, интересно. Это, конечно, очень большая жизненная школа. Как работать с избирателями? Во-первых, я за это время, когда нахожусь там, я очень много знаю проблем, уже изучил, знаю, какого рода проблемы в этом районе. Я обещал им, говорил в глаза, и хочу сейчас с экрана телевизора сказать, я хочу каждому из них быть другом, соратником и поддержкой, но это взаимно. Я надеюсь, что с их стороны, если я стану депутатом, доверие пойдет на меня, я бы хотел именно так. Будут, естественно, общественные приемные встречи, не всякого сомнения. Иначе эти 5 лет пролетят как один день. Знаете, я как-то привык, жизнь прожил так, когда говоришь слово, и смотришь человеку в глаза, надо за него отвечать. Никогда не обещаю того, что я не смогу сделать физически. Но то, что я обещал, я это делал. Надеюсь, я 47 лет почти скоро будет это прожил, именно так. Надеюсь, что и дальше меня это не подведет. А после смерти жизнь есть, без всякого сомнения. Спасибо большое, Мизан Омарович. У вас есть возможность ответить на свой собственный вопрос. Вопрос отвечу, скажу так. 5 лет засыпался. Да, конечно, 5 лет, получается, я был в городском собрании. Работа была очень интересная, конечно же, в какой-то степени тяжелая, учитывая то, что в закон, конечно же, бегло прочитая его, закон об административно-территориальном управлении, конечно, кажется, что у депутата местного собрания какие-то большие, серьезные полномочия. На деле, когда сталкиваешься, очень много противоречий, нету механизма прямого воздействия на тех или иных чиновников местного уровня. Сказал бы так, работа с избирателем у меня, наверное, самая простая строилась. Мне приходилось, не то, что приходилось, мне общался, люди во дворы выходили, приглашали на какие-то встречи по тем или иным именно каким-то проблемам, которые бытовым проблемам связаны, и самые простые коммунальные какие-то проблемы приходилось. Сейчас я живу в этом округе, мы с Ираклием там живем. Я и дома принимал людей по необходимости, когда была такая ситуация. А считаю так, учитывая то, что
Иду я на выборы открыто, говоря честно. Если у меня вижу, что это какое-то дело получается, я буду говорить, что оно получится. Но если я понимаю то, что за 5 и за несколько лет не получится это дело делать, я для получения каких-то политических очков не собираюсь обманывать своих избирателей. Я предпочту достойно проиграть, чем выиграть во лжи. Для меня это как бы основа моего миропонимания. Я лучше буду идти во правде. Люди увидят, люди оценят. Главное, знаете, как мне еще предстоит в этом округе жить. Я не собираюсь никуда уезжать и попытаюсь достойно себя проявить. Независимо от итогов выборов, кто из нас выиграет, я все равно живу в этом округе и буду все возможное, все зависящее от меня делать и помогать моим соседям. Для меня это подобное понимание. Я вот никуда отрывисто где-то не летаю, хожу по земле и понимаю все, что происходит у себя, что беспокоит наших соседей. Поднимая те или иные вопросы в собрании, в первую очередь для меня было мнение моих соседей, мнение моих избирателей было в первую очередь. Принятие тех или иных, много было попытках поднятия каких-то определенных тарифов. Со своей стороны я всячески пытался учитывать в первую очередь мнение граждан, мнение избирателей. Это мое понимание. Спасибо большое. Друзья, у нас немного времени остается. Буквально, наверное, может быть, один вопрос от меня. Я уже думаю, может, давайте поговорим. Вот у нас сегодня в гостях и бывшие чиновники, представители оппозиции, действующие депутаты, представители городского собрания молодого поколения. Соглашение между властью и оппозицией о декабрьском кризисе. Вот как вы его оцениваете? Кризис, который был разрешен не без участия парламента, депутатского корпуса. И вообще, как вы оцениваете роль парламента вообще в будущем, да, вот такой посреднической политической роли его? С кого начнем? Мизан, может, с вас? Я думаю, на мной нужно было завершить. Мне несложно, я отвечу, нет, да. Как хотите. Если говорить о событиях, именно вы, наверное, имеете в виду роли парламента. Хотелось бы парламент... Вообще, как вы оцениваете это соглашение, результат этого соглашения и о роли Я считаю так, конечно. Для нас самое главное, для любого человека, для любого гражданина нашей страны, это соблюдение законов. В том случае, когда будут соблюдаться законы, и жизнь будет восстанавливаться, и будет нормально функционировать все государственные структуры. А чего касается 16 числа, именно скажу вам так, это по большому счету предотвратило какие-то предполагаемые конфликты, столкновения народа. И дай бог наши лидеры оппозиции, и, конечно же, какой-то вклад сделал туда в это дело парламента, и, насколько мне известно, Сергей Миронович тоже сделал вклад в это дело. Соглашение было достигнуто. Я убежден в том, что и что хотелось бы добавить ко всему этому, но, наверное, за несколько лет, получается, с 12 за 4 года парламент набрался определенного опыта. Было бы хорошо, если в 2014 году, скажем так, парламент принял бы определенную роль в этом и сумел бы остановить те события, которые происходили. Раз так мы живем, скажем так, говорим все о законном русле, происходит работы в государстве о законе, основного, то, что, учитывая все обстоятельства, для нас главное, чтобы не было столкновения. Любая угроза, которая нависает над нашей страной, над нашим народом, может привести к тому, что не будет завтра нашего государства. И это соглашение-то нормальное. Сам нынешний президент, то есть руководитель исполнительной власти, находясь в оппозиции в своей предвыборной кампании, говорил о том, что такая должность, как генерального прокурора, должна быть за оппозицией. Такая должность, как руководителя счетной палаты, должна быть за оппозицией. По большому счету получилось так, что исполнительная власть добровольно не пошла, когда под влиянием общества пошла на подобное соглашение. Я считаю это нормально, считаю то, что представлены не интересы, а во взаимодействии и власти, и оппозиции мы наиболее приемлемы нашему народу и нашему государству примем какие-то решения. Спасибо. В любом случае, вы за переговоры, я так поняла. Конечно. Ираклий Игоревич, вы со стороны как вы оцениваете? Я скажу так, я не относился никогда ни к какой политической партии, ни провластной, ни оппозиционной, и я эту точку зрения хочу разделить как гражданин. Я рад, что тогда произошло такое соглашение, что никакого столкновения не произошло, что народ понял друг друга и пришел к мирному, соглашению. Спасибо большое за лаконичность. Самые большие, страшные и плохие мысли лезли в голову накануне 15 декабря, и на самом деле никто не знал, как это закончится. Я еще раз благодарю судьбу за то, что нас любит Всевышний. Поверьте мне, это не просто голословные слова. И большая благодарность всем тем с обеих сторон, кто принял, может быть, в ущерб своему имиджу, государственные, серьезные, умиротворяющие решения, которые вытащили ситуацию, спасли ее, сбили накал, и, слава Богу, власть, вроде, насколько я вижу, исполняет это соглашение, и дело пошло
Стороны начали договариваться. Это самое-самое важное. Вот я думаю, что начало нашему единству, я думаю, положено. Теперь надо форсировать эти события. И я большую роль отдаю это парламенту. Это одна из важнейших функций. Если спросить меня, представительские функции, да, защита прав и интересов граждан во власти, это основная функция. Не менее важная, чем законодательная, но я бы себе поставил ее в первую очередь. И парламент имеет на это все права, все возможности. Я думаю, что парламент 6-го созыва продолжит эту добрую традицию. Вот Мизанс 2014 года парламент, я считаю, что парламент как раз таки отреагировал и вытащил ситуацию. Более того, был 2004 год, давайте не будем забывать, Мизанс, ты был помоложе, еще меньше был, там мы это прекрасно помним, и тогда парламент, отдельные депутаты, парламент в целом вытаскивали эту ситуацию. Мы учимся демократии, мы в процессе, мы еще не привили себе эту культуру, мы к этому придем, несомненно, но мы должны к этому прийти с минимальными потерями, чтобы мы понимали, выборы это праздник, не надо это понимать как какой-то вот все раскол и так далее. Вот когда мы это поймем, для этого нужно время. Единственное, что нас вылечит, это время. Спасибо большое, Валерий Владимирович. Ну, что касается соглашения между властью и оппозицией, то это, конечно, не правовой документ, но политически он приемлемый. И на тот период он не позволил накалу страстей взять верх. Что касается роли парламента в таких вот кризисных событиях, я хочу так сказать, несмотря на вот такую, скажем, мобильную критику законодательного органа, я считаю, что парламент и в 2014 году, и в 2016 году сыграл такую существенную роль свою именно по стабилизации. Если помните, первое, что после майских событий было обращение парламента к народу с призывом сохранять спокойствие, и парламент в тот период взял на себя всю полноту ответственности и способы выхода из такого вот кризиса политического, чтобы привести вот к такому гражданскому согласию весь наш народ. Считаю вообще за честь, честно говоря, работу в 5-м созыве с моими коллегами, которые, может быть, она не была видна многим, но люди, действительно, депутаты, многим, знаете, жертвовали ради того, чтобы каким-то образом хоть свою какую-то лепту внести в общую стабильность и не дать скатиться потери государственности. Надеюсь, что 6-й созыв точно так же самоотверженно будет также реализовывать свои полномочия во благо нашего народа. Спасибо большое, друзья. Мне говорят, что, в принципе, время наше подошло к концу, и основная часть, вот так вот мы завершена на такой ноте.